Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – чего вы не видите или не слышите. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любое время на момент просмотра видео. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то можете продолжать смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, сосредоточьтесь только на себе, думайте о себе, и мы начинаем. Сразу могу сказать, человек вы недоверчивый. Почему? Вы довольно-таки были открыты и к людям повернуты, наивны, возможно, даже в чем-то. Сколько бы вам лет не было, все-таки присутствует некая такая наивность. Для вас легче закрыться, но все же ситуацию здесь нужно решать, ее нужно. Все же, с кем общаться, с кем нет. Не со всеми не стоит общаться. Вот вы провели эту параллель для себя. Возможно, сейчас можете находиться в какой-то такой абстрагированности. Абстрагировались от людей, от знакомых своих. Также здесь человек, который хотел бы выйти из вот этого вот закрытого круга, который себя оградил сам. Но вы боитесь ошибиться. Вы боитесь, например, сделать, тем самым можете подумать, что вот я сделала ошибку, или что-то прилетит, и будете потом себя винить. Также здесь люди проходят такие, которые вообще, знаете, особо никого не допускают. Или мало знакомятся с людьми, потому что есть такое недоверие уже к людям. Что-то было, возможно, в прошлом, что оставило свой след, отпечаток, почему вы сейчас как-то не доверяете людям. Показывает человека, у которого есть какие-то проблемы, но вы их решаете в одиночку. Потому что ваши проблемы, вот как вы можете считать, это ваши проблемы, и вы их должны только решить, или вы их решите намного лучше, нежели, еще будете сюда замешивать кого-то. Вы также тот человек, который не любите быть кому-то должным, потому что будете в долгу перед кем-то, вы не хотите. Вы такой человек, возможно, в долг-то особо не хотите брать. Возможно, склонны к накопительству, но в то же время здесь вас показывает вообще человека такого, скорее, сейчас идет вот это ограждение от всех ради того, чтобы что-то для себя понять. И также, может быть, о ком-то понять, стоит ли мне вообще с этим человеком быть или нет, или общаться, дружить и так далее, или вести дела какие-то. Вы вообще тот человек, который ценит то, что он накопил, и не хочет это терять. И вы довольствуетесь даже чем-то и малым. Также человека показывают, который чувствует себя незащищенным. В то же время вы хотите сворачивать горы, вы хотите что-то в своей жизни достигнуть, прийти к какому-то, чтобы после себя что-то еще осталось. Тут и талантливые могут быть люди, артисты могут тоже быть, спортсмены тоже могут быть, люди, которые всегда идут до финиша, до конца, до победного. Вообще вас люди хвалят. То есть не всех тут нужно отодвигать от себя, но есть в ком-то у вас какая-то неуверенность, поэтому вы закрыли лучше сразу всех, вдруг. Потому что вы не хотите просто каких-то потом проблем в своей жизни или пакостей. Знаете, не спешите вы никуда и не торопитесь. В то же время вы вообще по жизни не ленивый человек. Вы когда-то активны, когда-то бываете в таком пассиве находитесь. Причем вы сами себя в этот пассив загоняете, подвешиваете себя в состояние жертвы. И также здесь показывают людей, которые, возможно, сами иногда создают себе какие-то проблемы. Возможно, есть на сегодняшний день какая-то проблема. Вы думаете, как ее решить, из чего-то выпутаться. Это могут быть долги, это могут быть какие-то задачи, проблемы, что угодно. Работа навалилась. Как из этого вылезти. И также здесь показывают, вы стараетесь держать какую-то марку. Вы стараетесь держать лицо. Не упасть в грязь лицом. Вы тот человек, который куда-то заходит, возможно, чувствует вас победителя, лидера. Вот у кого-то как замирает дыхание или прекращают люди говорить. Вы зашли, все притихли. Вы держите какую-то такую четкую субординацию с людьми, потому что, опять-таки, недоверие. Вы так лучше прорабатываете ситуацию, когда вы уйдете в это подвисшее состояние. Посидите, подумайте. В то же время в чем-то вас здесь можно пожалеть. Нужно пожалеть. Здесь именно в каком-то таком угнетенном состоянии. Также здесь у кого-то есть именно выгорание. Вы, может, и общительный человек, коммуникабельный человек, чувственный человек. Но сейчас, то есть если с вами начать общаться, вы уже не та или не в том состоянии вы сейчас. На общение, на какой-то диалог.
Да, очень много вы доверяете людям, очень много раскрываете себя, очень много вкладываете свою душу, сердце, влюбчивы также здесь показывают. И вот сейчас вы думаете, а стоило ли вот что-то касаемо здесь любви, именно чувств, да, на кого-то, может быть, вы надеялись, но в чем-то кто-то вас разочаровал, и вы вот как-то осторожны с этой любовью, вообще с чувствами, с мужчинами, с противоположным полом, да. Если смотрят мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя, но вы как-то аккуратничаете уже. Здесь, кстати, показывают вас, человека, хоть вы и спешите иногда бывает, но вы вот как-то, у вас вот как удачно все выходит. Иногда зачастую люди бывают спешат и делают ошибки. Поспешишь, людей насмешишь. У вас, кстати, наоборот. С вами эта пословица не работает. Вы, наоборот, поспешите и все успеете. Вы выйдете из этого состояния, может быть, время года такое, да, когда раньше темнеет, какая-то вот есть именно усталость, депрессия, никуда вы не хотите выходить, может быть, вам мерзко, холодрыга, может быть, какая-то на улице, да, вот эта мерзкая погода, вот, и вам вот кажется, что я там буду слоняться, я лучше посижу в тепле дома, вот как-то и о чем-то поразмыслю, может быть, что-то поделаю, ну, скорее больше даже поразмыслю, чем поделаю. Вас показывают человеком очень стабильным, вам можно доверить какую-то тайну, секрет, можно доверить, поручить даже деньги, вы их не потратите и не скажете, да, извини, я потратил, у меня их нет. Человек, которому можно довериться. Также вы и по себе такая, вы и с людьми такая натура. Показывают вас, любите вы деловые пиджачки, может, носить, или вот как-то по-деловому одеваться, или строго одеваться. Здесь человека показывают, возможно, такой консервативный человек, может, даже придирчивый, эстет, может, или к себе можете даже придирчивы быть. Или когда у вас что-то неудобное, вам уже, да, все, хоть кажется, что день пропал. На вас что-то неудобное, например, обувь или одежда, да, вас сковывает или что-то. Здесь могут учителя смотреть. Проводники тоже могут быть. Тут люди от вас чему-то учатся, а вы учите людей. Тут скорее вы врываетесь в жизнь людей не просто так. Вы где-то появились, что-то сказали, через вас проходит какая-то информация. Если это как-то связано с профессией, ну это вообще хорошо тогда, да. Здесь есть момент какой-то стабильности в этом, и есть момент перспективы в этом. Вот именно вот в таких ваших знаниях. Вы умеете как-то слышать какую-то информацию, может быть, знаки, да, какие-то видеть очень часто. И вы людям подаете какие-то сигналы, показывают, да. Вы не просто так в жизни людей появляетесь, в жизни мужчин, в жизни подруг ваших, женщин, да, там коллективы и так далее. Или просто где-то даже вы в очереди кому-то что-то сказали, но не в бровь, а в глаз. Такая ваша характеристика. Вас как будто подталкивают появиться там и сказать то такому-то человеку. Сами того, может быть, от себя не ожидали. Или разговорилась с женщиной на улице вообще незнакомой. Почему? Потому что вы посланник ей. Вовремя, вы в час, не просто так. Вот вы непростой человек. И все события в вашей жизни, возможно, происходят таким образом непростым. Здесь есть какая-то вот такая длинная цепочка у вас. Все в жизни действия, моменты, они какие-то вот судьбоносные. Вы не просто подталкиваете людей, вы подталкиваете людей, получив от вас какую-то мысль, получив от вас какую-то даже фразу, идею, люди становятся счастливы или обретают счастье, послушав ваш совет. Причем здесь люди как будто бы в деле используют это, что вы говорите. Вы очень хороший, может, даже и учитель, наставник. Вот. Ваши методы, ваши слова очень влияют на людей. Вы, возможно, даже можете за собой вести толпу. Вы можете даже быть революционером, выдвинуть какую-то свою идею, да, все откроют рты и пойдут за вами. И причем все дельно говорите. И вы тот человек, который говорит вот как есть, возможно, прямолинейный человек. Говорите вот прямо, как вы думаете, как вы чувствуете. И вам не важно, обидеться человек, расстроиться, вас как толкает что-то сказать. А это все тоже не просто так. Даже обидеть кого-то, вы приходите в жизнь обидеть кого-то, ну тоже не просто так. Значит, человек заслужил это, и вы вовремя появились, вы вовремя наказали, да, или что-то вот такое сказали, может быть. Или доброе слово, или совет какой-то добрый, полезный, нужный. Вот именно вы многих людей вот как затащили во что-то такое счастливое. Тут показывают именно люди благодаря вам чего-то или достигли, или пришли к чему-то своему важному в жизни. Ну, тут непростой тоже человек. Сначала по раскладу, да, мы вот смотрели все, вот портрет как портрет, да, вот, а потом смотрите, да, здесь и колесо фортуны, и иерофант выходит, и умеренность, и повешенный. И тут сама вы выходите в центре. Все, да, вот как крутится вокруг вас. Иногда вы можете что-то не замечать на самом деле по повешенному или отбрасывать в сторону. Важные моменты тоже в вашей жизни есть и подсказки есть. А вы вот можете на это пока подвисать и не обращать внимания. Хотя, знаете, здесь на данный момент уже есть подсказки.
а вы еще их не замечаете. Но зато вы другим очень хорошо помогаете. Ботник без бот. Знаете, тут что-то будет двигаться, начнет двигаться в вашей жизни. Движение какое-то будет. Движение вперед, поездка даже здесь может быть, посещение чего-то. Может быть, да, путешествие это тоже может быть. Здесь вы вот такая женщина, да, которая определенно может и молиться, да, и то есть вы можете использовать, может быть, и колдовские какие-то штучки, вам можно, да, и лечебные, например, белые, да, когда вы кого-то излечиваете, вот как-то тут, знаете, человек показывает чист. Человек, если вы думаете, есть ли какая зараза на вас в плане порчи или еще какая-то сглаз, здесь вот вы самоочищаетесь. Причем показывают, вот вы можете сколько не обижаться на себя или говорить, да я такая дурында, нет. Это только вы себе наговариваете. И зря. И зря. Вот будете так наговаривать, да, такое и будете. Вот. Как это говорят? Скажи, как называешься, да, вот так ты и называешься. Вот что-то вот в таком духе, не знаю точно, как это. В общем, здесь, да, вот показывают вас именно в том состоянии, когда вы умеете намного больше, чем вы думаете. И вы умеете даже самоочищаться. Тут, возможно, да, человек, может, да, обращался к высшим силам, и у вас это работает. Вот налегке просто работает, вас это слушает. Тут однозначно вы здесь под покровом, под крылом, да, ангелов. У вас есть однозначно какой-то главный ангел, может быть, архангел Михаил над вами стоит, или ваш, да, ангел, который вас охраняет, защищает. Вас также показывают такую женщину, яркую женщину. Вы можете, знаете, такая быть, но люди это знают. Вы можете прикрываться серой мышкой, но знают, что вот эта женщина, это не серая мышка, как вы думаете, да? Или она строго одета, вот вы не думаете, да? Она яркая женщина. Она потрясающая женщина, да, или она взрывная такая, вот, ну, вот как взрывная, не в том плане в характере, в характеристике, а именно такая звезда, да, такая вот, вы не думаете, что она одела серый плащ и все, да, это женщина, которая умеет одеть яркий наряд, да, это женщина, которая, может быть, сбивает с толку своей харизмой, да, у нее очень шикарная харизма, скорее всего, здесь и харизма у вас чересчур даже кстати, да, здесь именно показывают вас харизматичным человеком. Может быть, здесь люди тоже такие ораторы, или где выступают, да, чему-то учат и где-то выступают. Можете выступать на публике, у вас тоже очень хорошо получится. И здесь человек скорее даже начитанный, если уж он такой, да, победитель он везде. И что вы не скажете, да, опять-таки, здесь даже кто-то может на это даже злиться, да, что вы скажете, иногда уже просто кажется каким-то учением. На самом деле, ну, с вас идет информация, а если человек не хочет ее слышать, ну, не слушай, да. Никто за уши, за волосы не тянет там по земле. То есть здесь на вас могут излиться, и в то же время здесь выходит звезда, да, и паш мечей, о чем говорят, зависти очень много за вашей спиной на данный момент. Не знаю, как в прошлом. В прошлом здесь мне ничего об этом не показало, но вот здесь показывают, что на данный момент очень много людей вам в чем-то завидуют, да, тоже хотят быть такой, как вы. Может быть, кто-то даже равняется на вас. Но тут такая есть зависть. Зависть скорее даже идет еще и внешности вашей. Здесь могут считать, что вы очень нравитесь мужчинам, что мужчины взахлеб смотрят на вас, да, оборачивают свои головы на 180 градусов или на сколько градусов, ну, в общем, и обтекают слюной на вас. Вот и женщины могут по этому поводу злиться или ревновать в ваш адрес. Вы очень ярко выглядите или очень, знаете, вот вкусная женщина. Вот такая вот женщина. Женщина, которая покорит и не только внешностью, вы даже взглядом, словом, вот такая вот. Умеете себя преподнести. И причем, да, человек-победитель, шестерочка. Вы умеете себя преподнести в разном обществе, да, будь это простое общество, да, село, да, будь это элитное общество. Вы знаете как. Ну, это вот просто как в генетике писалось у вас. Да, как себя вести, где нож, где вилка, да, справа или слева, с какого бокала пьют вино, с какого виски там и мартини и так далее. То есть умеете вы себя вести, вот.
Причем здесь показывает человека в любом обществе. Даже в село вы приедете, вы там, да, будете общаться, поддерживать разговор, и вас будут там принимать за свою. В элитном обществе тоже как своя, да, вот такая вот, она принадлежит этому обществу. То есть и там, вы везде. Может, да, тут люди быть такие, как хамелеоны, они очень хорошо подстраиваются. Также здесь вы можете подстраиваться под любой ритм работы. Ну, не совсем, да, но вот умеете вы, не может же человек все профессии иметь, да, в себе, но вот под многие профессии вы можете подстраиваться легко, если вам это нужно. Семейные здесь могут смотреть люди. Также здесь показывают еще, что вы недовольны, возможно, отношениями какими-то на сегодняшний день. Тоже, опять-таки, мечи, да, паш мечей, да, и десятка пентаклей. В чем-то есть какое-то недовольство, почувствуем. Да, еще как есть. Сердечко-то разбито, и, может быть, скорее всего, из-за этого разбитого сердца есть недоверие. Недоверие может быть к противоположному полу или вообще к своему партнеру. Вот. Но, знаете, вы не тоскуете особо здесь от общества, по обществу. Вы можете радовать сама себя, да, вы можете как-то уделить сама себе время, порадовать себя чем-то, да, сделать свой день счастливым. То есть в ваших руках это есть, вы умеете контролировать чувства свои, в то же время именно не чувства, а эмоции, да. Вот вам скучно, но вы себя чем-то развеселите, побалуйте, может быть, да, какой-то покупкой или походом, может быть, в кинозал или в театр или куда угодно, да, по вашим не любопытствам, а по вашим именно интересам. Хорошо. Так, если с вами проигрывать, давайте смотреть дальше. Чего вы не видите или вы не слышите? Чего, может быть, не замечаете? А здесь мужчина, да, опять, с которым вы, возможно, не общаетесь, от которого может быть ребенок. Если нету детей здесь, знаете, у мужчины еще чувства не остыли, но вы с ним уже разошлись. До сих пор человек, возможно, думает о вас, думает в чем-то признаться, или он уже признался, да, даже сам себе в чем-то о вас, в чем-то расстроен. Тут какое-то, он считает, было недопонимание. В том числе человек себя тоже в чем-то обвиняет. Тут есть момент такого, что он говорит себе, да, вот я был виноват. В чем-то признается. И у вас еще тоже не до конца отпустила от этого человека. Вы еще что-то о нем помните. И даже пусть прошло много лет, вы еще что-то вспоминаете. Далее. У человека здесь именно теплые чувства к вам. Но тут больше проиграются люди, у которых есть совместные дети, но вы не вместе. Другие люди, да, кто одинок, здесь мужчина от вас, да, хотел бы продолжения. И вы знаете, счастье в жизни, вот человек осознал, может быть, понял, да, что счастье было и ушло, да, в его жизни это вы. Он для себя это понял. Здесь даже есть некая доля такого раскаивания, и да, человек до сих пор еще или никого не нашел, да, не может найти, все не так, все как-то идет вот не так, как планировалось, даже не планировалось, но что-то у него пошло в жизни не так. Но человек именно в чем-то даже страдает. Но чувства не остыли. Человек хотел бы возобновить, да, или надеяться, может быть, да, вы как-то отзоветесь или дадите о себе знать, проявите, да, какую-то инициативу в его адрес или подадите какой-то знак. То есть человек бы хотел с вами встретиться. И причем, знаете, это такое признание идет по-честному, по-нормальному. И человек раскаивается, да. Значит, человек как-то нечестно с вами поступил, да, если он так считает. Здесь есть какая-то, знаете, даже доля
того, что человек представляет все-таки, что вы когда-то встретитесь. Только вы дарили те самые чувства, да, которых ему вот так на сегодняшний день прям не хватает. Только вы дарили вот те отношения, в которых он был счастлив, но он этого не замечал. Или я много работал и не отводил ей времени. Или же, да, я где-то был постоянно, вот, а с ней не находился рядом. И он об этом жалеет. Да, я что, родился на этот свет только работать? Да, а как же жизнь, а как же счастье? А если девочки и мальчики, да, если вообще за всю жизнь посчитать, сколько раз за всю жизнь, да, вот если по часам, да, сложить, по минутам, по часам, сколько раз вы целовались, сколько раз у вас было вот этих бабочек в животе, это просто часики. А все остальное время мы одиноки, по сути своей. Да, ну у каждого, конечно же, количество часов это разное, но все же, да, там, если все в совокупности взять, именно что касается любви, каких-то вот таких вот отношений, именно бабочки в животе, когда вот эта романтика, этого мало. Да, потом это даже если вы уже с кем-то, это со временем оно уже проходит, уже, да, превращается у кого-то в быт, дела, работы, обязанности и так далее. И вот если все это время в совокупности посчитать, его мало, его даже можно, может быть, распределить на как неделя за всю жизнь, да, вот, если мы возьмем прям посекундно. Вы же не будете часами целоваться, правильно? Там поцеловались, там 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. И вот так вот, если это все насобирать, там выйдет час, может быть, за всю жизнь. Да? Ну, например. У каждого по-своему. Чего вы не видите и не слышите? Опять этот мужчина, да, мужчина, кстати, признает очень сильно, что вы очень сильно изменились внешне, что вы можете нравиться мужчинам, что вы можете привлекать их внимание, а человека это терзает, человеку от этого, я бы сказала, даже нехорошо, плохо ему от этого. Человек даже может думать, да, вот, что он вам не нужен на сегодняшний день. Да, вот он, например, представляет, что с вами уже есть кто-то, и вы его как забыли или забросили в долгий ящик. Ну, не интересен он вам. И человек думает, что если даже я к ней вернусь, она закроет передо мной, перед носом дверь. И вот человек чувствует тоже себя в состоянии какой-то жертвы. Причем тут аж до боли, до крови, аж, да, вот просто сердце болит. Человек очень сильно раскаивается за что-то содеянное. Здесь, возможно, у кого-то был, да, треугольник, может быть, измены или вот какой-то обман. У кого-то, может быть, даже воровство было, да, нечестным путем. Или человек использовал ради каких-то ресурсов, денег, финансов. Или, да, вот жили, да, вот только занимались работой, а в итоге понимает сам, что, ну, не уделял время человек. Да, и вы вот где-то уже в другом, как говорится, летаете мире, да, вообще с другим мужчиной. Ну вот. Далее здесь, смотрите, показывают работа, рабочие моменты, коллектив. Знаете, тут кто-то даже думал раньше о вас так, как-то определенно, да, или боялся вас, или закрывался от вас. Сейчас человек думает о вас намного иначе, да, и человек вас считает, что не так-то вы и глупа. Причем здесь может говорить, что у вас очень такой острый глаз, да, вот в плане вы очень-то все хорошо подмечаете, видите, вы профессионал в чем-то, да, вы, то есть в чем-то профессионал, и у вас еще, да, можно этому научиться. Касаемо этой работы, может быть, вы в чем-то профессионал в своей работе, да, и человек вот знает, что вы это умеете очень хорошо, да, даже бы хотел у вас научиться. Но раньше человек был о вас другого совершенно мнения. Может быть, вы не общались, не поддерживали разговоры, да, человек вас четко не знал, а знал вот как поверхностно. Но он, человек, как сказать, признает внутри себя, да, что вы умеете. Или вы мудрая, начитанная даже. Я бы больше сюда да, пока не выходит вот эта вот мудрость, именно такая начитанность, профессионал в своем деле. Она знает это четко. Так, чего вы не замечаете? Вы не замечаете какую-то упущенную возможность. Это была возможность через дорогу, через какой-то путь, через поездку, да, которая бы... ну, вот здесь именно момент, да,
изменение внешности или же изобилие, да, когда вы можете совершить какую-то крупную, может быть, покупку, себе что-то приобрести. Вот это вы пропустили, а был очень удачный момент на что-то. Куда-то, может быть, съездить, да, или что-то получить из этого. Вы ее вот как упустили возможность. Причем, знаете, вот такое складывается чувство, что вы об этом знали. Или, может быть, подозреваете, да, о какой дороге идет речь. Вы об этом знали, может быть, вы собирались, но отменили этот путь. И вот что-то потеряли для себя. Причем потеряли что-то такое, знаете, что было бы для вас, вот больше скорее давайте назовем это выгодным. Тут деньги падают, да, вы упустили какую-то возможность именно финансового характера. Или не поехали куда-то, а там была вот возможность именно или хорошо заработать, может быть, работа другая, да, или же шанс подзаработать вот какой-то, вы его упустили, но вы знали об этой дороге. Вы ее не заметили, вы ее не увидели, да, вот именно, как сказать, может быть, не успели. Вы знали, но вы, да, а сегодня уже там такое-то число. Ага, так это уже все прошло, я не успела. Вот как-то так. Ну, причем здесь и не раз, да, к вам вот это вот стучалась в дверь, может быть, не одна и та же, но под разным видом дорога. Но вот как-то она не поймали вы синицу в руки. Кстати, можете на себя даже злиться в чем-то из-за этого. Да, что какую-то дорогу упустила или возможность, шанс. Даже там, где вы сейчас находитесь, может быть, вас не особо радует. А вот там было бы лучше. И на самом деле там что-то вас ждало. Но, вы знаете, вы под покровительством находитесь высших сил, ангелов. Попросите им указать вам путь, когда вы не знаете, куда идти, когда вы не знаете, что делать. Да, когда вам нужна помощь в какой-то острой ситуации, когда страшно вам. Попросите ангелов, не бойтесь, ангелы не кусаются. Своими словами, как вы можете. Попросите ангелов вам помочь, указать вам путь, указать вам правильное направление, чтобы все сложилось благоприятным для вас образом. И тогда ваше мышление начнет более остро соображать. По-другому все начнете видеть. Это эффективно работает. И не нужно на это надеяться как на инструмент ради какой-то выгоды. Делайте это с такой благодарностью, с любовью. И именно когда именно какие-то моменты, которые сложно решить, или да, вы стоите на развилке и не знаете, направо или налево. В любом случае, да, вот помолившись, попросив ангелов, вас услышат. А вас ангелы слышат очень хорошо. Вы, кстати, и защищены. Так, далее, чего вы не видите и не слышите. Здесь сразу показывают четко, что тут вот как человек сам себя погружает иногда в страхи, в неуверенности. Вот это вот «я боюсь». Очень тут ярко это проявлено. Здесь выходит 3 старших аркана. Мир, Луна и Отшельник. И сразу же показывают, что тем самым вот этими страхами вы закрываете себе глаза. Неуверенность тоже. Понимаете одно для себя, что вот как это убрать, эту неуверенность, да, что вы такая же личность, как и тот человек, который стоит перед вами. Ничто не кусается. Вы имеете право высказать тоже свое мнение. Вы имеете право сделать то, что вы хотите. На самом деле от вас закрыта информация о ваших страхах. Вы сами, может быть, да, это может быть где-то глубоко на подсознании. Вы этого можете, да, не замечать, но вот страхи именно дают вот это вот состояние подвешенности, состояние, почему не получается, или почему не идет, почему, да, все по одному и тому же какому-то зацикленному кругу ходит. Это все страхи. Здесь самое главное развеять вот этот миф, что существует какой-то страх. Существуете вы и существуют ваши руки. Да, и только в ваших руках здесь, да, все, весь мир. Весь мир. Человеку доступно все. Вот знаете, когда юристы в суде решают какие-то судебные дела, это вот как некая загадка, которая, или ребус, который нужно разгадать. Да? И существует миллионы законов, например, которыми можно даже кого-то защитить. Если умный юрист, он найдет такой закон, и вот сложит вот так все по пазлам, что он любую какую-то ситуацию решит. Он правильно сложит вот как пазлы вот эти законы. Да, начнет, может быть, придираться к каким-то деталям, мелочам. Да. Та же самая здесь ситуация, когда, да, вы хотите, например, решить какую-то ситуацию, лучше остановитесь, не беритесь сразу за эти страхи, да, неуверенность, да не, я не могу, да я не такая, да я не стою того, нельзя. Просто запретите себе даже так об этом думать, не то что говорить. Все можно, да, все в ваших руках. Вот здесь вот именно показывают, что есть какой-то, вы можете даже сами этого не замечать, как за пеленой, да, вот ходить, но вами руководит страх, какая-то неуверенность в чем-то, в какой-то ситуации. Действуйте именно по методу Далай-ламы. Ситуацию нужно решать только в тот момент, да, когда она вот сразу пришла, а не перед ней. Далее,
чего вы не видите или не слышите. Уберите страхи, откроется возможность. А возможности ведут к большим переменам. Уберите страхи. Выпили, например, сок, а в нем очень много всяких химикатов, да. Второй сок выпили с химикатами. Это все накапливается. Вот тут то же самое, да. Вот это вот вся информация какая-то, та самая, которая негативная, особенно по ночам. По ночам, наоборот, да, нужно произносить. Почему всегда, да, мы делаем ритуалы по ночам, да, и это лучше работает. Особенно перед сном, да, произносить аффирмации. Почему я говорю часто произносите перед сном? Потому что перед сном вы работаете с моментом подсознания вашего, да, и вот когда вы вот смотрите еще ужастики, вот такие всякие, пусть это документальное даже, пусть это и фильмы, да, вы все это впитываете как губочка, а потом нежданно-негаданно, да, начинают какие-то проблемки происходить, и вы думаете, откуда это прилетело? А я это как сама себе накрутила, сама насмотрелась, сама впитала, сама уже в голове представила какой-то страх, и начинает, правда, всякая лярва липнуть. Вот здесь именно тот самый момент. Уберите вот эти вот, да, думки какие-то, накрученные мысли из мухи слона. Успокойтесь, идите к возможностям. Сразу же откроется возможность, сразу же откроются глаза. Я вам рекомендую, вот ляжете спать, можете проговорить. Я пришла в этот мир не просто так. Мир полон чудес. Меня окружают добрые люди. Я могу все. Нет ничего невозможного для меня. Я решаю все мои проблемы легко и просто. Я успешна во всех делах и начинаниях. Я сама творец своей жизни. Моя жизнь полна счастья, успеха, сил и энергии. Вы можете перемотать обратно, записать на листочек и проговаривать перед сном. Лучше это, нежели вот это вот. После данной практики, да, мыслить уже по-другому. И видеть все по-другому. Начните подмечать всякие знаки. Начнут люди каким-то образом, странным образом приходить в вашу жизнь, говорить какие-то вещи, направлять вас на что-то. С кем-то вы познакомитесь на улице нечаянно или в очереди, или где угодно. Вот как-то жизнь начнет по-другому вести вас. И вы сами увидите, как это все прекрасно работает. Информация проста, но насколько эффективна. Перемены идут к вам. Так, далее. Ну вот смотрите. И вот это вот в сторону, да, я вот сказала. Говорите вот эти аффирмации, говорите, можете сами, да, какие-нибудь для себя аффирмации, установки написать. Но вот смотрите. Смотрите, какие роскошные карты. Да, перемены идут. Просыпается здесь именно чувственная сфера. Да, то, когда вы умеете любить себя, уважать себя. Когда вы любите себя, у вас начинает все цвести и пахнуть. Императрица. Вот в чем была вся загвоздка. Да, там еще подвешенный, а подвешенный не просто висит, он на себе еще накручивает. И потом, да, сам себя загоняет вот в это состояние жертвы. Сам себя загоняет вот в этот вот, да, где там была эта карта там. В эту вот ловушку, да, и вот сидит и не может из этого выпутаться. Все проблемы нагнетаются именно вашими мыслями. И вот поймите, что те проблемы, которые есть на сегодняшний день из-за каких-то негативных мыслей или, может, за просмотром чего-то негативного. Почему говорят даже, да, да и есть такая вообще, как примета, не стой на пороге, да, вот есть такая примета, не нужно смотреть на больных людей, на коляске едет, например, человек больной, не нужно стоять и всматриваться. Но глаза не на то и глаза. Вы увидели и быстро отвернули взгляд, да. Или на человек, который там в крови лежит, или еще что-то, какие-то вот всякие вот такие ужасы. Вы тем самым, да, притягиваете к себе негативную энергию. Да, вы можете помочь. В этом ничего нет плохого. Вы можете, да, человек лежит весь окровавленный, вы, конечно же, позвоните, вызовите скорую. Но есть люди, которые смотрят, да, в неком шоке на это и смотрят. Дальше делайте сами дыры в своей вот этой ауре. Если я об этом, конечно, буду во всем вообще рассказывать, это целая наука, но, опять-таки, я говорю элементарно уже, как разжевано, да, и передаю вам просто уже готовую информацию, та, которая касается именно. Многие пишут, там лишняя информация. Если лишняя для вас информация, вы можете переключить видео другое, посмотреть или на других каналах видео. То есть, да, если вам не нравится слушать. Но вот я говорю уже кратко, четко, да, что вы можете сделать. Канал называется Таро-психология, когда мы еще и разбираем какие-то ситуации. А вам принимать или нет, это ваш, опять-таки, выбор. Я вас за волосы не тащу, за уши или как там, за нос, за руки, там, за ноги не тяну. Это ваш выбор. Так, далее давайте смотреть. Чего еще вы не видите и не слышите. Знаете, тут момент идет какой-то роскоши, да, какое-то изобилие. Вот тут дорога ведет именно к какому-то такому пространству, когда вы чувствуете себя изобильно, защищенно. Но в то же время здесь, если женщина надеется на богатого дяденьку, да, папика, что будет кормить, поить, нет, здесь именно вот это вот независимость какая-то, да, уверенность вот этой женщины, расцвет, изобилие, это идет почему-то вот показ, да, вот как из ее рук сделанными. Та женщина, которая сделала себя сама.
Да, были ситуации, когда кто-то помогал, там бабушка помогла, то там тетенька, там еще дяденька, там мужчина какой-то там, да, влюбленный в вас мужчина. Ну вот это все ее, опять-таки, заслуга. Но никто не отменял благодарность. Благодарите. Благодарите Вселенную, да, что Вселенная дает вам, да, такие возможности или приводит к вам, да, нужных людей, добрых людей. Взаимодействуйте со Вселенной. Чем чаще, тем лучше. Я благодарна, я согласна, у меня все есть. 3 золотые фразы, пожалуйста. Я благодарна, я согласна, у меня все есть. Для активации можете прописать в комментариях или можете достать листочек, написать от руки на листочке данные фразы. Момент какого-то даже непростого опыта. Пройдете, да, какой-то этап, когда вы для себя что-то однозначно уясните. Это женщина, у которой за плечами которой очень много уроков, за плечами которой есть большой опыт. Да, это женщина, которая научилась всему сама. Да, на взаимодействии с людьми, на работе, на еще где-то, с деньгами, с чем угодно. Да? Это женщина, полноценная женщина, императрица, та женщина, которой подвластны все стихии. Вот поэтому, да, скорее тут и императрица выходит, и умеренность выходит, да, тут и звезда, и мир, и все, да, и отшельник мудрости, мудрая женщина, набирайтесь опыта. На данный момент, да, находясь в том подвешенном состоянии, вы для себя уже что-то кумекаете там, да, вот, понимаете, осознаете. Вот поэтому, да, но есть в чем-то момент правильно. Не торопитесь события, да, не бежите вперед паровоза. Хотя вы тот человек, даже если вы побежите быстро, да, вы все равно что-то для себя возьмете. Но не всегда здесь, да, вот, какую-то возможность вы для себя пропустили, но жизнь будет давать еще возможности. Причем большую какую-то возможность вы получите для себя, очень большую, крупную, я бы так сказала. Здесь сразу выходит туз жезлов, да, карта смерть. Но, да, если будете переживать, то это будет идти или медленно, или долго, да, или вот через, может быть, проблемы какие-то, сложности, да, или палки в колеса, вот что-то такое. Но если вы отбросите это вон, или, да, даже если это люди, которые пытаются как-то воткнуть палки в колеса, то вы это преодолеете легко. Вот так вот, как, знаете, вот это вот экстра. И все. Так, далее едем. Чего вы не видите или не слышите? Не замечаете. Ваша сила находится в вас, в ваших руках. Хотите семью, опять-таки, это в ваших руках. И в ваших даже, я бы сказала, желаниях. Хотите ли вы этого? Да, вот хотите, получится. Но взаимодействуйте. Здесь вот показываю, да, почему здесь, может быть, у кого-то какие-то отношения именно касаемо манипуляций, здесь какие-то могут быть, да. Здесь именно отношения не есть манипуляции, отношения есть труд. Но, да, должны к этому идти оба партнера. Если, как говорится, гора к Магомеду не идет, да, и, ну, Магомед идет к этой горе, ну смысл тогда идти, да, то есть здесь нужно, когда оба два идут друг другу навстречу. Если вы делаете шаг, а противоположная сторона не двигается с места, подумайте, а надо ли вам оно? Или все-таки развернуться, да, и идти в другую сторону. Но здесь скорее, да, кто-то вот даже по императрице, вот я все сделала сама, да, или я плюнула на это, да, не стала сюсюкаться и бегать, да, за мужиком, например. Я пошла в свою самореализацию, в свой достаток, да, в свое какое-то изобилие, добилась чего-то, да, сижу, наслаждаюсь, меня радует стабильность вот это вот. То есть вот какое-то такое состояние. Также здесь показывают уже в будущем, да, наперед здесь мы смотрим, что здесь большие какие-то идут перспективы, именно в вас перспективы. На данный момент уже есть семечко, да, или начало чему-то положено по императрице однозначно, чему-то вот блистательному, непростому. Может быть, будете это с радостью и отмечать. Вас показывают вообще человеком гениальным. Не нужно себя, да, вот как это, прибедняться. У вас все есть, у вас есть все ресурсы. А самое вот главное, да, вот иногда даже люди, да, приехавшие, допустим, возьмем без ничего в другую страну, вот как-то чего-то достигали. Да, опять-таки, там, я не знаю, с кульком каким-то, да.
или с чемоданчиком, или даже без чемоданчика, но с кульком. Но вот, и вот чего-то достигали. Вот у вас вот этот достигатор есть, у вас же карта победитель выходит. У вас одни старшие арканы. Ваша жизнь вообще, я скажу, это непростой феномен, да, вот нечастый феномен. Постоянно у вас какие-то вот судьбоносные моменты в вашей жизни происходят. Даже поход в магазин тоже может быть таким, что вы можете не ожидать, да, с гулькой на голове там, встретить там себе принца, например, да. Ну вот какие-то непростые моменты у вас. Все не просто так. Вы сами даже заметите, можете заметить из своей жизни, из прошлого даже, что все ваши такие вот, знаете, вот эти график вверх, да, не просто так, вот как-то судьбоносно вас к этому подвели, а потом этот график вверх взлетел. Да, вам в чем-то повезло, или в чем-то вы одержали победу, выигрыш какой-то, да, успех какая-то, вот такая вот вещи, вот такие делались. То есть оно как-то все не просто так. Мы с подружкой пошли, думали обычный день на шопинг, а этот день перевернул всю мою жизнь. Или мне позвонили в этот день, да, ну вот не ожидали вы чего-то, а вот такое вот происходило. И причем часто. Тут они просто вот так вот, знаете, тихо-тихо гладь, бух, тихо-тихо гладь, бух. Да, вот как-то вот так вот. Не только тишью гладью вы живете, да, и еще, да, вот выходила карта мир, да, вот здесь есть какой-то, на самом деле, на данный момент зацикленный круг. Но это вы так думаете, на самом деле нет. Да, есть какие-то шансы предоставленные, которые могут лежать даже перед носом. И скорее, да, вот как я и говорила ранее, да, сегодня, что есть уже, да, какие-то наметки или зерно положено. Есть. Может быть, есть уже ответ на ваш вопрос. У вас помощники какие-то идут, вам будут в чем-то помогать. Вы одна здесь не останетесь в плане, да, что вот как я одна, нет, не только. Но тут люди, знаете, вот с добром, да, вот именно с такой открытостью, с чистосердечным таким вот именно состоянием, да, когда они честны к вам, когда они доброжелательны к вам, реально, да, вот чистосердечно хотят вам в чем-то помочь. Также, чего вы не видите, какой-то мужчина опять, да что же, у меня складывается впечатление, что тот же мужчина, да, вот как-то будет пытаться прорываться к вам или пытаться к вам навязываться, писать, звонить, может быть, но человек не признает какое-то своего поражения. То есть, да, здесь показывают, не признает, что был неправ, хотя внутри себя человек признает, что он был неправ, но он... Понимаете, держать это будет внутри, даже при встрече, но кишка тонка. Признаться, да, что извини, или извини, выдавить из себя, вот именно идет слово выдавить, или вот признаться, что он был неправ, нет. Он лучше с этим умрет. Вот такой вот тип мужчины. Мужчина будет как-то врываться в вашу жизнь. Возможно, человек может вам предложить какую-то помощь, да, или тут желает вас не только ментально, но и физически человек. Есть к вам и сексуальный интерес, да, есть к вам физическая тяга. Что-то незабытое старое, или, может быть, давай встретимся, да, вспомним там былое. Вот как-то так, потрясем прошлым. Но тут человек, знаете, не только о сексуальном чем-то, да, здесь все-таки внутри кошки скребут за что-то, и вот по чувствам, и по состоянию какой-то вины, да, что я вот перед тобой в чем-то все-таки виноват. Но признавать он этого не хочет. Вот у меня прям, знаете, даже такое состояние, как будто вот я чувствую, да, вот как этот человек, вот нет, вот хоть ты, не знаю, перед ним утюг держи горячий. Нет. Это как вот то состояние, как грязь лицом, но хуже даже, да, вот для него, острое. Не признаюсь. Но внутри понимаю, что был неправ. Вот. Нужен вам этот человек или нет, это опять-таки вам решать, да, а второе, вы тоже можете манипулировать. Да, здесь очень много карт манипуляций вы умеете, когда захотите или когда вам что-то нужно, вы умеете сыграть определенную роль. Или же даже вести правильную интонацию, да, когда вам что-то нужно. Или вовремя что-то сказать. Даже обманув, но если вам, это опять-таки манипуляция, да, если вам что-то нужно, вы умеете. Вот к нему проявите тот самый тоже подход, да, вот так вот. Если он вам нужен, этот человек, тоже поманипулируйте. Извини, сегодня не могу, давай на следующей неделе. Может, подтягивать время, чтобы, да, побольше его прочувствовать, чтобы человек немножко, да, поскучал, помаялся. Ну, вообще, отношения...
Это, опять-таки, да, я как говорю всегда, это труд, и они терпят вот этих кнутов и пряников. Не может быть только прянички. Не могут быть только кнуты. Это не будут уже отношения. А вот когда присутствует и кнут, и пряник, тогда интересно. Тогда интересно. Тогда, да, вот сразу нервы щекотятся. Тут есть такой триггер сразу. А что это она? Почему молчит? А почему всегда общалась, а тут молчит? Или не отвечает? Вроде как весело мне ответила. Привет, как дела? Я тоже скучала и пропала. И пропала. Да, тут некий момент, опять-таки, триггера, манипуляции. К такой женщине интересно, хочется. Непредсказуемость же присутствует. Да, вот в психологии именно психологический трюк, да, когда женщина умеет вот так вот за такие подвязочки. Мужчины часто такие приемы тоже используют, да, и как часто мы смотрим на раскладе, очень любят женщин покачать в качельках, да, туда-сюда, обратно, тебе им неприятно. Но вот вы тоже покачать умеете, и если вам нужен партнер, покачайте его, прокачайте тем самым. Вы же императрица, да, вы же и иерофант. Чему-то научитесь. От вас люди, ох, как набираются опыта. Да, человек для себя что-то еще осознает. Может быть. Да, кстати, вы в жизни этого мужчины тоже не просто так. Тут показывают, не давайте, да, вот именно спуска, какой-то вот такой легкости человеку. Сразу же, да, если вы хотите все-таки, чтобы человек как-то с вами повзаимодействовал. Не давайте, да, что ему легко будет даваться. Вы можете, да, этого не заметить, но вот предупрежден, значит вооружен. Да? Не давайте так, что давай завтра он позвонит, например, вам в 8 встретимся, а вы да, хорошо, да, еще потом будете в 8 стоять у фонаря, как говорится, и ждать, а человек еще и опоздает, да. Вот тут именно подвесьте так ситуацию, скажите, да, вот именно в положительном тоне можете, но вы это знаете. Да, в положительном тоне, да, давай, а потом, ой, слушай, я что-то передумала, вот планы поменялись, вроде как и дали шанс, да, но в то же время, да, что вы пошли на его условиях, а тут вы изменили планы, изменились правила игры, ну что, это жизнь, да, и вы непредсказуемость, вот и все, да, будет победа сразу же, на ответная. Но что касаемо чувств, если возвращать, карты не советуют возвращать. Здесь вот, знаете, как по старому какому-то сценарию пойдет, да, человек забудет, возможно, что был неправ, да, здесь будет опять как-то взаимодействовать, возможно, да, как какой-то незрелый человек, по-детски, может быть, да. Также у человека проявиться даже может какая-то агрессия. Кстати, зачастую встречала очень часто именно в парах, да, на консультациях и вообще, когда люди, да, вот вроде как уже какое-то время, например, были далеко друг от друга, да, потом сошлись, но в итоге, да, уже присутствовала агрессия, особенно со стороны мужчины. Уже не устраивали эти отношения. Да, человек, то есть много что надумал, но не получил, да, чего-то, того, чего он напридумывал уже за то время, да, пока вы не были вместе, например. Вот здесь идет тот же сценарий. Что-то проиграется из прошлого или какие-то воспоминания, которые что-то взбурлят такое негативное. Здесь карты не рекомендуют возобновлять. Но поиграть можете, почему нет, да, вот так побаловать себя, свое самолюбие, потешить, погладить себя по голове, сказать себе, какая я молодец, да, или я проработала тоже на нем урок. Человек попользовался, но и я попользуюсь, почему нет? Да, так, поиграюсь. Ну, как кошка играет с мышкой. Вот кто одинок, именно, здесь карты говорят, в другую сторону будете смотреть. Да, или уже имеются какие-то отношения у вас. Вы будете отвергнуты от того человека. Неинтересно вам будет, но поиграть почему? Если вам хочется, поиграйте. Это вас никак. Но пускаться во что-то серьезное с этим человеком прошлым нет смысла. Не будет все по хорошему сценарию. Даже наоборот, да, можете от себя что-то отнять, потерять, может быть, даже что-то. Или удача в чем-то у вас отвернется. Человек, да, вот такой, может быть, с такой энергией будет как-то забирать эту энергию вашу, а у вас, наоборот, все в рост. Около вас здесь, кстати, вот кто одинок, да, ждите колечко, замужество, ЗАГСы. Именно здесь гражданский также может быть брак. Да, мужчина, причем с чувствами, да, занимает главную роль в вашей жизни. Император, главный мужчина. Вы знаете, при таком мужчине вы особо ни на кого внимания обращать-то не будете, неинтересно будет. Вы уже что пережили вот это было когда-то, когда мне было 15, это было так все по-детски, да.
сейчас не захочется, даже оно вам не интересно. Так, далее еще, чего вы не видите или не слышите. Опа. От вас как это? Здесь влияние. Влияние от женщины идет. Женщина, знаете, на что-то льстится. У вас что-то есть. Ну-ка, давайте далее дотянем. Ах, здесь именно, да, какая-то есть ревность. Она ревнует своего мужчину. Причем незрелого какого-то мужчину. Мужчина глуп. Мужчина смотрится в ваш адрес, но здесь именно идет воздействие. Почему-то она думает, что у вас есть какая-то связь, у вас есть какая-то постель, да, что вот он к вам ходит, изменяет ей с вами. Тут она, знаете, тут есть и воздействие, и человек собирает какую-то о вас информацию. А также, да, хочет, чтобы все закончилось между вами, остановилось, да. Она почему-то или накрутила, да, тут какие-то вот именно дурные мысли могут быть, накрученные мысли, причем вот здесь как кто-то ей стоит, и эти мысли вот пихают в голову. Вот он тебе изменяет, да. На самом деле ситуация может не быть, но здесь именно фальшивые какие-то лживые мысли. Но эти мысли уже, как, знаете, укоренились в голове и превращаются неким образом в реальности. Да, она уже представляет, да, вас с мужчиной. Здесь идет очень сильная ревность, и даже, знаете, она смотрит на вас, она вас знает, она вас видит, она видит вашу внешность, и она считает, что вы очень такая, она тоже вас считает вкусной и манкой женщиной, но, да, человек, она не признает это вам, да, она легче скажет, что вы такая-сякая, сами, да, понимаете, но внутри, на подсознании, да, признает, что вы манкая и вкусная для мужчин, ну и вообще, как женщина, вы очень такая притягательная. И вот здесь, да, назовем так, очень много надуманных мыслей, фантазий. Да, здесь даже это перемешивается с какой-то уже дуркой, да, вот дурдомом пахнет, палатой номер 6. И у женщины складывается такое впечатление, да, что вы как-то влияете на ее мужчину, вы уводите, да, здесь вот, или может быть, да, вы работаете с ее мужчиной, то есть какая-то ревность, он задерживается, может быть, с работы. А она думает, что это из-за вас, или вы там вместе проводите время, или вот, да, вот какие-то, ну, не обязательно, да, рабочие моменты. Здесь вот именно идет такая жесткая ревность. Женщина сдаваться не хочет. Здесь, кстати, возможно, есть дети. Но здесь есть и сексуальная привязанность у этой женщины к этому мужчине, да, ее тянет, а мужчина может, да, ну, здесь показывает незрелого мужчину, и мужчина смотрит в ваш адрес, да, или с вами как-то контактировал, может быть, общался с вами или где-то. Вот здесь такое, вот, знаете, страшное. Может, часто общались. Вот. Ну, а может, да, по работе вместе работаете, но человек с вами общается, а как он? Он же не рыба. И, понимаете, здесь чувство складывается, что у вас что-то есть, какая-то связь. Она считает через мысли, что, да, он ее обманывает, предает, изменяет, спит с вами, сексуальные постели, сексуальные сцены разные представляет в голове. Но на вас это не работает по-дураку. Вам плевать. Да, вы вот здесь такое состояние именно, ну, вы вообще, да, я и говорила вначале, вы под защитой, второе, а здесь вот как отбивается, да, вот это негативное воздействие отбивается. Но здесь она и спрашивает, здесь вопросы задает, да, почему, что, с кем, когда. Ох, как она на вас, вот, знаете, она не то, что даже на вас, вообще на все это вот обижена, она недовольна собой. Тем самым, да, вот когда видит она вас, у нее самооценка вот так вниз, падает ее самооценка. Здесь тоже, да, женщина такая, как незрелая, назовем это так, глуповато, глупая, незрелая. Может быть, скандалы какие-то, конфликты, недопонимания быть. Но также и могут присутствовать здесь дети. Она любит, но она считает, что ее не любит, потому что изменяет. Далее. Нет, на вас это влиять вообще не будет. Знаете,
Тут женщина, возможно, да, или разойдется с этим мужчиной. Здесь показан уход, да, именно такой вот какая-то возможность именно в ее жизни предоставится, но не в виде, да, другой семьи или чего-то. Здесь она будет смотреть на деньги, да, прокормлю ли я, смогу ли я. Здесь именно дети присутствуют, ответственность тоже какая-то есть. Но в то же время, да, есть сексуальная тяга к этому мужчине. Даже больше не любовь, а, наверное, скорее сексуальная тяга. И здесь даже, да, такое есть по глупости. Человек может путать любовь с сексуальным притяжением. Вот как-то, да, воспринимать так. Если человек со мной не спит, значит, он меня не любит. Вот какое-то такое. Низкое мышление на низком уровне, низкие вибрации. И здесь, да, вот именно она может пойти, да, в заработки, во что-то вот именно такое, но в одиночестве без этого человека. А человек тем самым, знаете, вот ходит, делает, да, пытается вот как-то магически воздействовать, да, рассорки, может, какие-то с этим мужчиной делать. На вас это не работает, потому что здесь взаимосвязи нету любовной между вами и им, да, энергетической вообще связи нету. Здесь может быть какое-то общение, да, или человек вам что-то может подсказывать, не знаю. Но вот именно конкретно каких-то вот постелей я не вижу с этим человеком между вами и им. А у нее вот мысль, что вы спите. Что-то у вас есть. Она вот сама, да, разрушает именно. Ну, скорее всего, да, ситуация встает таким образом. Ну, тут ей в чем-то фартит женщине. Тут, скорее всего, да, тут жизнь их разводит. Но это вас никак не касается, да. Здесь вот показана ситуация, да, что вы не видите. Оно и не нужно, значит, вам, если вы этого не видите. Ну, потому что здесь на вас это не работает. Вы под защитой, да, здесь и связи с этим мужчиной нет. А тем самым, да, вы это не берете всерьез. Может быть, вы знаете, о ком идет речь, но вы это не берете всерьез. Вы можете и правда считать это глупостью, ну и так оно и есть. По судьбе, да, случается эта ситуация. И знаете, чего вы не видите? Еще вы пока об этом не знаете. Вот вот здесь вот показывают, на самом деле, как будто бы кто-то, вы, да, оставляете что-то разрушенное или не получившееся. А пойдете туда, во что вы, да, что вам нравится, что вы любите. И, скорее всего, это работа или это проект. Какой-то проект вы забросите, да, он не приносит вас пользы, он только забирает время, энергию, силы какие-то. Вы его оставляете. Вы пойдете туда, что вам нравится, что вас наполняет и что имеет какую-то даже перспективу. Или вы начнете новый проект, но вы пока не знаете, да, будет оно или нет, но вам это нравится. Да, пойдет это в гору или нет, но вам это нравится. Так, последнее. Здесь, кстати, все в вашей жизни, я и говорю, будет случаться и дальше. Не случайно, не случайным образом. На канале у нас есть такой лозунг написан: случайности не случайным. Все будет происходить, да, по справедливости. И в первую очередь вся ваша жизнь, она в ваших руках. И у вас для этого есть все инструменты. Пользуйтесь. И самое главное, не насилуйте себя негативными мыслями. Не загоняйте себя в депрессии. Ложитесь вовремя спать. И всегда произносите: у меня все отлично. Да, даже если вас когда спрашивают, как у тебя дела, говорите: у меня все отлично. В духе. Всегда люди скромничают, начинают: да нормально, нормально. Да, вот оно и будет так, нормально. Так, не так и не так, да. Вот, а потом думаю, да что же у них там все так не получается, да, или все идет по одному, потому что все нормально. И самонастрой. Сделаем расклад на колоде «Золотой ключ» на 3 позиции. Можете выбрать одну позицию из 3, и мы начинаем. Кто выбрал первую позицию? Прошлое останется позади, вы идете в новое. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение или успех. Ангелы вас слышат, попросите их, и они вам помогут. Новости, которые вас порадуют. Кто выбрал вторую позицию? Исполнение желания. Новости, которые вас порадуют. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны. Скоро тайное от вас станет явью. Кто загадал третью позицию? С вами ангелы-хранители. Перед вами встанет выбор. В вашем окружении есть влюбленный в вас человек.
Скоро на вашей улице будет праздник. Откроем колоду палитра аффирмаций для вас. Одну или несколько аффирмаций для активации вы можете прописать в комментариях или на листе бумаги от руки. Я ощущаю близость и гармонию в отношениях с любимым человеком. Деньги текут ко мне большим и стремительным потоком. Основные блага нашей Вселенной доступны мне, я пользуюсь ими сполна. Ко мне приходит любовь. Я материально богатый человек. Я единственная и неповторимая. Уважаемые зрители, в нашем сообществе Ведескара на Бусти сейчас активно 2 раздела. Первый раздел – это видеорасклады, длинные видеорасклады с месячной подпиской 333 рубля. Те же самые, что выходят на YouTube. Второй раздел – это заговоры, ритуалы, исцеляющая музыка, книги и прочее. Месячная оплата 444 рубля. Это 2 разных раздела, поэтому вы можете подписаться на любой, на первый или второй, или можете на оба 2, как вы пожелаете. Ссылки находятся внизу под видео или на экране. Вы видите 2 QR-кода, по которым вы тоже можете перейти. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Ведескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами, чтобы у вас в миллионы раз приумножилось. Также огромное вам спасибо за ваши теплые комментарии, за пожелания лично мне и нашему каналу. И желаю вам, чтобы ваши мечты и ваши надежды обязательно в скором осуществились. Главное, никогда ни перед чем не падайте духом, будьте сильны. Держу за вас пальчики и во благо всем вам. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и спасибо вам, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведескара.